Обсуждение проекта концепции Кыргыз-Жараны продолжилось в Иссык-Кульской области. В ходе мероприятия были рассмотрены действия, направленные на укрепление межэтнического согласия. По официальным данным, в республике проживает более 100 этносов, из которых кыргызы составляют 73%. Бесценное богатство Кыргызстана – это его прекрасная природа и многонациональный народ. И обязанность каждого гражданина уважать и хранить это. В то же время формирование концепции Кыргыз-Жараны направлено на объединение более 80 национальностей. Именно в этом направлении в настоящее время проводится ряд заседаний и разрабатывается итоговый документ, который также будет включать в себя усилия, нацеленные на укрепление межэтнического согласия. Отметим, в настоящее время мероприятия по обсуждению и доведению до населения целей концепции Кыргыз-Жараны проводятся по всей республике. У нас в Иссык-Кульской области проживает около 40 национальностей, из них 10 тесно взаимодействуют с Ассамблеей народа Кыргызстана. Многие национальности, в частности русские, дунгане, сохранили до сих пор свой родной язык, обычаи и традиции, а остальные постепенно забывают о своей этнической принадлежности. Хочу особо отметить, что концепция предусматривает полную свободу для развития родного языка, развития этнических ценностей через культуру. Государственный язык при этом должен стать проводником между другими национальностями. Каждый гражданин должен знать и свой язык, и официальный, и иностранный. У нас проживает достаточно много национальностей, и мы не делимся на русских, дунган, узбеков и так далее, поэтому у нас и не бывает разногласий. Национальные праздники тоже отмечаем вместе, устраиваем различные концертные, конкурсные программы. Я думаю, что именно единство и сплоченность народа делают любую страну могучей и дает возможность развиваться.